20 минут эфире хадал деждухой. Все, в эфире, да? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Салам маршал душек савежили, южили, массане, сядики хайшан. Добрый вечер, уважаемые братья и сестры. Я приветствую вас на нашем канале. Сегодня у нас неплановый эфир. У нас гость, наш гость. Я позже скажу вам, кто у нас в гостях. А пока позвольте мне его поприветствовать. Хасан, маршал, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Маршал даже среди каламуса. Да, ага, Хасан. Хасан, бейк хижи, война хватит, кышкамын нахы, бывший Советский Союз, Малхан Республики, нах, бедух наховые зрители шон, кышкамын, апрыблый эфси метали дадывы хамял. Была, да, Муса? Масная хитта должен здесь. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях уникальный человек, уникальный мастер, можно сказать, самородок нашего народа. Это мастер по обработке, возделывания кожи. Это очень интересная личность. Я познакомлю вас с ним поближе. Его зовут Хасан, фамилия у него Аздоев. Для постоянных зрителей, наверное, уже знакомым, потому что буквально недели две назад мы делали публикацию по его работам. Мы с ним встретились в городе в Сочи, в дни, когда в Сочи проводились мероприятия, приуроченные к столетнему юбилею Ингушской государственности в составе России. В начале октября прошлого года мы с ним там в Сочи встретились, и так немножко я имел счастье с этим человеком пообщаться и познакомиться поближе. Хасан, я хочу тебе сказать честно, я действительно был очень рад нашей встрече. Я тебе тогда и говорил, что я хотел с тобой встретиться, познакомиться, и вот так сложилось, что мы встретились в Сочи. Расскажи, пожалуйста, в самом начале, буквально коротко, как у тебя дела? Все ли у тебя хорошо? Как в семье? Все нормально? Вот, Бейна Адлахатар, да, Зуцер. Альхамдулилlah, Муса, по воле Всевышнего у меня все хорошо. И семейное благополучие, и на профессиональной деятельности, и, как ты знаешь, я активный сторонник и участник различных мероприятий, все, что связано с нашей маленькой родиной и большой нашей родиной России. Хасан, в принципе, мы с тобой, можно сказать, о многом тогда поговорили, и в этом видео публикации, которое было сделано на нашей публикации, рассказывалось о твоей работе. Но после того, как я опубликовал это видео на нашем канале, у наших зрителей возникли очень много вопросов к тебе лично, касательно твоей работы, касательно твоей деятельности. Ты, конечно, большой молодец, многим ты отвечал на эти вопросы, я видел в комментах. Но я почему и обратился к тебе с просьбой, чтобы ты пришел на наш стрим. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить тебя, что ты нашел время поприсутствовать в нашем стриме, чтобы ты для всех зрителей в прямом эфире ответил на эти вопросы. Сегодня я просто буду зачитывать те вопросы, которые к тебе поступали. На некоторых ты там и отвечал письменно, но чтобы всем было понятно, я буду зачитывать вопросы. И вот цель сегодняшней нашей с тобой встречи, чтобы ты понимал и чтобы зрители понимали, почему этот гость у нас сегодня в гостях. Дорогие друзья, обращаюсь к вам. В описании под этим видео есть, значит, адреса, контакты, ссылки на его каналы. И также есть ссылка на программу, которую мы опубликовали про него, «Самородок ингушского народа» Хасан Аздоев на выставке «Моя Ингушетия Сочи 2024». В этом видеорепортаже, конечно, мы постарались немножко познакомить наших зрителей с его работами и с этим человеком, но очень много там возникли у вас вопросы. Сегодня у вас есть прекрасная возможность прямо здесь, в чате, в прямом эфире, задавать ему свои вопросы.
он любезно согласился ответить на все вопросы наших зрителей. Хасан, давай мы до того, как перейдем к твоей непосредственно, так скажем, ремесленническому деятельности к твоему, давай мы вначале поговорим о тебе лично. Насколько я знаю, ты у нас человек бывалый, если так можно сказать. Ты у нас военный пенсионер, имеешь награды, государственные награды, и на данный момент тоже занимаешься, помимо того, что возделыванием кожи и так далее, но ты также активно принимаешь участие, значит, политической деятельности в нашей республике. Также, насколько я знаю, значит, дети тоже учатся, сын, насколько я знаю, у тебя чемпион мира по рукопашному бою, я просто не помню, какой вид спорта. По грэпплингу. Открытый чемпионат мира. Это большое достижение. Вот давай коротко о себе расскажи, пожалуйста. С самого начала расскажи о своем образовании, чтобы люди понимали, кто у нас в гостях. Добрый вечер, дорогие подписчики канала Война Док и все, кто сейчас смотрит и интересуется нашим стримом, прямым эфиром. Всем желаю добра, удачи, здоровья и дальнейших успехов в творческой и личной жизни. Я Хасан Аздоев, родился 1975 года, 23 августа. Окончил среднюю школу номер 2 города Сунжи. Окончил Назранский совхозтехникум. Потом по этой специальности инженер поступил в Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную академию. Окончил академию. Служил я в городе Хабаровске, Дальневосточном округе, в танковых войсках. Потом продолжил службу по контракту во внутренних войсках. Сейчас в Росгвардии. У меня 30 лет льготных выслуги лет и 20 почти календарных лет. Имею награды, как Муса сказал, депутат городского совета города Сунжи. Вхожу в ассоциации ремесленников Ингушетии, вхожу в общество ветеран боевых действий. Также сам являюсь ветераном боевых действий. Так, женат, у меня 3 детей, сын Магомед, как мы говорили, и 2 дочек. Баркал Хасан. Баркал. Я вот до того, как начать сегодняшнюю нашу встречу, мы с тобой вчера, значит, Хасан, ты, пожалуйста, вот я обращаюсь к тебе, у нас очень добрые зрители, ты, пожалуйста, не переживай, я знаю, что ты впервые на стриме, ты считай, что мы просто с тобой проводим беседу, не напрягайся, пожалуйста, все нормально, здесь очень хорошие зрители. Вот, до того, как сегодня в эфире с тобой встретиться, я пролистал, Хасан, твою страницу ВКонтакте, напоминаю всем нашим зрителям, у нашего брата есть страницы, значит, ВКонтакте, в Телеграме, в Инстаграме, в Одноклассниках. И ссылки на его контакты есть здесь в описании под этим видео. А если кто-то хочет посмотреть его работы, некоторые его работы показаны на нашем канале, есть публикации, видеопубликации. Видео «Самородок ингушского народа» Хасан Аздоев. Также ссылка есть здесь в описании видео, друзья. Хасан, вот вопрос у меня будет к тебе вот такой. Я вот когда листал сегодня твою страницу в ВКонтакте, видел там у тебя фотография с главой республики, не то, что там, где вы в группе стоите с главой, а ты с ним лично стоишь. Есть у тебя такая фотография. Есть у тебя фотографии с другими высокопоставленными должностными лицами. Есть, я вот смотрю, у тебя здесь видел, я даже сделал несколько скриншотов. Благодарность от
значит, Сидякин, это руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Есть у тебя благодарность от секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». То есть, насколько я понял, ты у нас, если получил благодарности, значит, не просто являешься членом партии, не просто так отсиживаешься в кресле депутата городского муниципалитета города Сунджи, значит, ты у нас являешься и активным таким участником жизнедеятельности нашей республики. Что ты можешь по этому поводу сказать? За что эти благодарности, которые я вот сегодня видел у тебя? Ну вот эти награды, две награды я получил один день. Это было в станице Нестеровской, у нас было очередное заседание. И эти награды за активное участие при выборе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. То есть, Понял, понял. А также я видел у тебя, Хасан, там, значит, на странице, сейчас я зайду туда, я прошу прощения зрителей, я сейчас в данный момент листаю его страницу, значит, ВКонтакте. Вот я видел, что ты 10 ноября опубликовал, значит, вот такой короткий пост, где ты написал: «Сегодня меня наградили от Федерации». Речь идет, значит, о благодарности, которую тебе вручили за вклад в развитие лучного спорта. А слово «лучники» я объясняю зрителям. Развитие лучного спорта и поддержку спортсменов Республики Ингушетия. То есть тебе вот эту благодарность вручили. Значит, ты оказываешь какую-то помощь, насколько я понял, нашим ребятам, лучникам. Ко мне приезжали ребята с ассоциации. У нас, хочу напомнить нашим зрителям, нашим землякам, очень сильно развивается в нашей республике лучная стрельба. У нас очень активные ребята, большие достижения у ребят, мастера спорта, чемпионы. И эти ребята, я с ними сотрудничаю. И есть такой хороший магазин с хорошим продавцом, и там есть тир в Назране. Очень хороший парень, мой товарищ Шанхоев Адам, который продает, обучает к стрельбе. Вы можете зайти, то есть выйти уже лучником с этого магазина. Там внутри находится тир, то есть... И вот, ребята, я же много-много лет работаю над воссозданием и восстановлением исторических доспехов, аланов, лучников. У нас в основном лучники были. Мы никогда не нападали, мы всегда оборонялись, так что у нас были хорошо подготовленные воины. Я восстанавливаю доспехи, щиты, планирую даже стрелы, луки. И вот в этом роде, всем в этом, как бы я им помогаю. Уважаемые зрители, я обращаюсь к вам, я всех вас приветствую. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Добро пожаловать в наши главшие серии Карабах-Лахчар. Уважаемые зрители, все ваши вопросы, которые вы задаете в чате, эти вопросы я задам Хасану. И давайте прямо с него, с вопроса от нашей сестры из Узбекистана, Диларам, мы первый вопрос от зрителей. Значит, вот такой вопрос от Диларам. А как вы пришли к искусству овладения такими замечательными ремеслами? Здравствуйте, дорогая Дивари. Привет братскому узбекистанскому народу и маленького ингушского народа. Удачи вам в нелегком времени, в вашем становлении и в дальнейшем развитии вашего государства и государственности. С огромным уважением отношусь к трудолюбимому, достойному народу Узбекистана. Ремесло это ремесло у меня от Всевышнего Аллаха. Я, как всегда говорил, я в этом уверен, убежден в этом. Я просто развиваю из-за того, что я сам человек не ленивый. Из-за своей трудолюбивости я просто наточился и развиваю это мастерство. И Аллах мне в этом помогает. Это истина. В каждом человеке есть дар.
просто человек должен разобраться, в каком направлении ему двигаться. Я, как раньше говорил, отслужил всю свою жизнь в Росгвардии, так что занимался хобби. У меня было в детстве много хобби, очень много. Я собирал марки, у меня было большая коллекция марок в детстве, в школьном возрасте. Я в седьмом-восьмом классе успешно освоил профессию фотографа, не то что фотографировать, тогда был фотоаппарат, ФЭТ, пленка вставлялась, и ночью проявлялась в прекрасном свете, были порошки, проявитель, закрепитель, сушилка, вот эти все предметы, я все это освоил и успешно занимался фотографией. Ну, вот направление по коже, оно заняло в моем сердце первое место. Есть. Я также учил инструменты музыкальные, совершенствую, играл на гитаре. Много-много во многих областях я себя пробовал. Но вот закрепился я в коже, потому что я люблю кожу. Я думаю, ответил на ваш вопрос. Баркал. Камила спрашивает у тебя, в Ингушетии будет выставка? Я часто участвую в выставках. Была Когда персональная ближайшая выставка. выставка, когда намечается ближайшая выставка и где в Ингушетии? Именно моя или вообще выставка? Вот в данный момент, Твое участие в этой выставке или твоя личная выставка? ну сейчас в данный момент проходит в галерее Ингушетии у нас в городе Сунжи выставка, где предоставлены все эти мастера предоставляют. А так пока намеченного такого именно, так намеченной выставки нет. Ну я дам знать, если такое изменится, что-то есть и будет планироваться. Хорошо. Хасан, тогда если, дорогие друзья, вы пишите свои вопросы, я их буду зачитывать нашему гостю. А сейчас, Хасан, давай мы ответим на вопросы от зрителей, которые уже поступили в опубликованном видео. Значит, должен сказать тебе, что очень многие зрители писали в твой адрес очень много добрых слов, люди были восхищены твоей работой. Действительно, работа уникальная, работы индивидуальные, работы, можно сказать, эксклюзивные. И то, что ты не просто там возделываешь кожу, изготавливаешь какие-то предметы из кожи, ты в своей работе стараешься восстановить историю нашего народа. С чем это связано? Вот такой вопрос от меня. Я считаю, что каждый человек должен знать свою историю и уважать историю других народов. Я уважаю и люблю свою историю своего народа. Хочу восстановить все, что утеряно, и все, что в моих силах, потому что наш народ многострадальный. Мы испытали и высылку, когда мы покинули свои родные дома полностью, 100% всего населения были высланы в Среднюю Азию, в Казахстан, и вся наша история была потеряна. Сейчас мы по крупицам восстанавливаем историю. Есть, конечно, в республике много патриотов, которые работают над этим по воле Всевышнего Аллаха. Есть, конечно, и люди, которым все безразлично. Надеюсь, Аллах их направит на истинный путь, и они чуть-чуть наберутся патриотизма. Аминь. Хасан, вот здесь в комментах очень много вопросов, в принципе, по одной и той же теме. Значит, есть ли у вас в республике школа художественной обработки кожи? Вот такой вопрос Амина Хамхоева задает. Есть ли у вас в республике школа художественной обработки кожи? Пожалуйста, коротко ответь. В нашей республике есть все школы художественные, кроме школы по работе с кожей. Насколько я знаю, вообще ни одного кружка даже у нас в республике нет. Не то что школы, кружка даже, частного кружка нет.
Хасан, знаешь, очень многие задают вопросы, помогает ли тебе государство, выделяли ли тебе государство гранты. Я буду зачитывать эти вопросы, наверное, и конкретно. До того, как начать их зачитывать, я хотел бы и зрителям объяснить, если я где-то буду неправ, поправишь меня, Хасан. Насколько я знаю, вот те работы, я очень слаб, чтобы как-то грамотно сказать, как она называется, по возделыванию этой кожи, теснение кожи и так далее. Это же понятно, что это ручная работа, но нужны инструменты. И эти инструменты, насколько я понимаю и догадываюсь, они очень дорогие. То есть то, что ты делаешь, это требует не только физического труда, не только индивидуального подхода, не только там желания, умения, дара Всевышнего. Это можно сказать, не можно сказать, это действительно дар Всевышнего, потому что те работы, которые я видел, это просто уникальные работы, это эксклюзивные работы, которые привели меня в восторг. Вот эти инструменты, сама кожа, всю жизнь были кожаные изделия дорогие, да и сама кожа дорогая. Все это требует расходы. Все это требует немалые расходы, Хасан. Вот вопрос такой, вам помогает государство или наши бизнесмены? Это не только от меня вопрос, это я просто сформулировал общие вопросы, таких вопросов здесь очень много. Оказывает ли тебе государство, наша местная ингушская, значит, власть и наши бизнесмены какая-нибудь помощь оказывается тебе в этом деле? На этот вопрос очень коротко отвечу, потому что и отвечать-то нечем. Единственная помощь, единственная, и от государства, и от частного лица, ни разу мне не помогали, кроме одного человека, кроме одной организации, как можно сказать. Это мэрия Сунжинского города Сунжи в лице Умарова Аслана, мэра города Сунжи. Единственный человек, который в 2022 году, узнав в социальных сетях, что есть в городе такой мастер, как я тогда еще не был ни депутатом, пришел ко мне в гости, познакомился со мной, посмотрел мои работы, побыл у меня в гостях и обещал мне помощь. И он ее оказал в конце 2023 года в размере 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей мне от мэрии в лице Умарова была предоставлена помощь. За все время моей творческой деятельности больше ни один человек, ни одна организация, ни государственные учреждения, нигде никто мне не помогал. Вот эти 50 тысяч рублей, которые я единственно получил. Ни помещение, ни денежные, ни в инструментах, ни в чем, ни одной помощи я не получал, кроме этой одной помощи. Так, этот один вопрос. Второй вопрос по поводу выставки. Амина спрашивала, или Милана, я хочу сказать, что в Artis Plaza, в втором корпусе у меня офис, там висят все экзотические кожи, и все мои изделия находятся там. Любой желающий может прийти, познакомиться с моей деятельностью, я покажу и кожу, и сделаю маленькую экскурсию для каждого. Все, кто приходит, я никому не отказываю. Друзья, если кто-то не понимает, где находится гостиница, это город Магаз, гостиница Artis Plaza, второй корпус, магазин номер 23. А также, насколько я знаю, в городе Сунжи по улице Гайдара 57 также можно прийти посмотреть твои работы. Здесь в описании видео есть телефон нашего гостя. Позвонив на этот номер, вы можете задавать ему свои вопросы там, по приобретению его работ там, и так далее. Все его контакты есть в описании. Сейчас я посмотрю. Уважаемые телезрители, задавайте, пожалуйста, свои вопросы нашему гостю. Хасан, если Исрапул спрашивает, Хасан, есть ли в других республиках или государствах люди, которые занимаются таким же ремеслом? И какое сотрудничество у тебя с ними?
Исропул, я отвечу на этот вопрос. Постараюсь ответить, чтобы все поняли. Есть люди, которые занимаются простой кожей, ну там бычья кожа, там чепрак, такие вот простые кожи. А чтобы был мастер, который занимается абсолютно со всеми видами и экзотической, и простой кожи, делает по фотографии изделия галантерейные, и у него есть наличие кожи, и краски, и химия к любой коже, которая подходит. Вот все, что это, чтобы это все было, и еще он занимался резьбой по коже, тиснением, являясь художником. Я член ассоциации художников, к тому же как мастер по кожевенному делу. Вот такого мастера я, конечно, хвалиться не хочу, я просто не встречал и не слышал такого, чтобы во всех направлениях распылялся и освоил все вот направления кожевенного искусства. Если есть, я очень рад буду с ним познакомиться, пообщаться, поделиться, может, и набраться опыта. Хасан, значит, вот я зачитаю тебе один комментарий, который оставляли под видео, в котором о тебе я рассказывал для зрителей. Кто-нибудь, вот она пишет, зовут ее Тома, во всяком случае ник у нее Тома, вот она пишет вот такой коммент. Я просто не знаю, где предыдущий, тут продолжение. Она пишет, продолжение комментария. Хотелось бы, чтобы вы не только сами создавали такие шедевры национальной культуры, но и передавали свои навыки у меня и умения подрастающему поколению. Я думаю, что вам пора работать в рамках образовательной системы и под эгидой Министерства культуры. Это в идеале. А так, конечно же, Совет старейшин Ингушетии и должен посодействовать этому. Надеюсь, в вашем регионе есть люди, которые содействуют развитию культурного наследия. Ингушский народ не должен забывать свою историю и оставлять без внимания людей, которые сохраняют его культуру и самобытность, пишет она. Не торопись отвечать. Дальше она пишет. Но я, правда, в восторге от увиденного. Знаю многих талантливых мастеров и народных умельцев в своей республике. Это человек не из нашей республики, я не знаю, откуда она, чей труд так и остается непереданным. Надеюсь, ваш народ этого не коснется. Это не коснется вашего народа, она имеет в виду. Дальше я стараюсь найти ее другой коммент, они разбросаны. Это не по моей вине, YouTube так разбрасывает комменты. Значит, смотри, я не случайно зачитал вот этот комментарий. Все спрашивают, в основном можно вот так вот сформулировать, общий вопрос. Есть ли у тебя школа, где ты обучаешь людей, или есть ли у тебя планы? Я-то знаю это, поэтому я скажу за тебя этот вопрос. Такого пока нету. Хасан, скажи, пожалуйста, мы с тобой это уже обсуждали в Сочи. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты готов обучать людей, и с удовольствием ты сказал, я бы обучал людей этому, нашу молодежь. Что для этого тебе нужно? Извини, пожалуйста, конечно, это должно быть решено на уровне государства, местной, или хотя бы этот вопрос должен взять под свой контроль какие-то крупные бизнесмены, бизнес наш ингушский, крупные, я имею в виду, такие как Гутериев, Парчиев и так далее. Понятно, что мы понимаем, у тебя есть семья, так, дикий воду, хамали, тебе надо, у тебя должна быть какая-то ставка, заработная плата, потому что это обучение. Вот скажи, пожалуйста, чтобы ты передавал свой опыт нашей молодежи, что тебе помимо зарплаты нужно для этого? Муса, комментарий действительно очень грамотный и красиво изложена мысль. Спасибо за этот комментарий. Приятно даже слушать и читать. Я хочу сказать, чтобы обучать детей, наверное, каждый мастер, каждый художник мечтает о таком же преемнике, который от души будет работать и дальше двигать то, что он начал. Это мечта любого человека. Это первый ответ. Второй ответ. Для того, чтобы обучать, будучи, имея многодетную семью, трое детей,
нас в семье 5 человек, да, я военный пенсионер, состою в списке, в реестре нуждающихся в жилье, стою на очереди в субсидии. Я нигде не прописан на сегодняшний день. Только временная регистрация на территории военной части. У меня вот такой статус сейчас. То есть у тебя до сих пор нету своего жилья. То есть вот я вот этот вопрос даже не тебе задаю. Я этот вопрос задаю нашим чиновникам. То есть вот этот уникальный человек, этот мастер народа нашего народа, у тебя нету своего жилья. Помимо того, что ты мастер, ты такой уникальный, ты у нас и ветеран боевых действий, который общая сложность имеет 30 лет военной стажи. У тебя нету жилья, я тебя правильно понял? Вот я в данный момент живу в отцовском доме, он на имя моего старшего брата. Я до получения жилья, если я даже пропишусь где-то, то есть мне могут отказать в жилье. Вот у меня такой статус, я не имею даже у родственников права прописаться. Вот такой статус у меня. Я к чему это все рассказываю? Чтобы обучать детей, у нас, у ингушей, очень много мероприятий, куда нужно ходить, посещать, вот родственные узы, тейповые, вы же знаете, не понаслышке. Просто обучать детей и не зарабатывать нигде, чем-то не заниматься, это не получается. Соответственно, если захочешь посвятить свою жизнь обучению детей, им очень много нужно времени уделять. И, соответственно, не имея какого-то дохода за спиной или родственников, или матери, отца, богача, естественно, человек этим заниматься не может. Человеку элементарно нужно кормить семью, да? Как-то вот это второй вопрос. Третий – это помещение. Чтобы заниматься именно кожевенным ремеслом, это очень много инструментов. Элементарно, киянка для теснения, это около 2000, самая простая стоит. Самый простой бивейлер, их сотнями надо, чтобы рисунок создать. Самый простой китайский бивейлер 300-400 рублей, это маленький бивейлер. Клище вообще дорогой, 1000 насчитывается. Кусочек кожи, дециметр кожи для теснения, растительного дубления, именно только эта кожа подходит под эту резьбу по коже. Она дециметр стоит от 65 рублей, образно. Вы представьте, чтобы детей обучать этому. Столы, стулья, помещения, освещение. Это все, это огромные затраты. Человек не потянет просто. Для этого нужно, как вы сказали, или государство должно помочь в этом, заинтересоваться, именно республиканские или, не знаю, какие-то направления. Или какой-то, как вы сказали, Гуцериеву я пытался попасть на прием с этим вопросом. У меня не получилось, никак не получилось к нему подойти. Несколько лет я даже пытался к нему попасть. Как-то так. Нужны какие-то связи, двигаться, рычаги какие-то. К сожалению, у меня таких связей нету и таких богатых родственников тоже нету. То, что я могу за эти 7-8 лет, когда я работал в Росгвардии, вся моя зарплата уходила на оборудование, на кожу, на эти все инструменты. Я в основном какую-то часть, большую часть из зарплаты откладывал и покупал. Кожа экзотическая, кожа очень дорогая. Метр самой простой кожи питона стоит 6800 рублей. Итальянской выделки, хорошей. Вы представьте, сколько один питон до 8-9 метров. Это сколько денег надо. Как-то так. Хасан, давай я зачитаю коммент полностью, чтобы зрители послушали. И очень хотелось бы, чтобы вот этот коммент услышали чиновники. Это та же Тома, первый коммент, который я искал. Потрясающе. Это твой адрес. Потрясающе, Хасан. Ваш талант восхищает меня. Так чувствует материал, с которым вы работаете. Невероятное сочетание текстуры, дизайна изделий. Это с эстетической стороны. Но особенно важно, что вы продолжаете историю вашего народа в новых реалиях.
Не даете кануть в лету тому, что является непосредственным предметом культуры народа. Даете возможность новому поколению не забывать историю предков. В каждом изделии, представленном вами, чувствуется невероятная энергетика, которая передается через ваши руки и, несомненно, от сердца. Всех благ вам и творческих успехов. С нетерпением ждем новую экспозицию. Вот она, в принципе, сказала очень важное, вот то, что я хотел сказать. Вот продолжаешь, вот мы об этом говорили, что ты своих работ, не просто, вот я хочу, чтобы понимали те же наши чиновники и те же наши состоятельные граждане нашей республики, так скажем, крупный бизнес, да, что этот человек же не просто какие-то вещи делает из кожи для продажи. Этот человек воссоздает историю нашего народа. Здесь был также комментарий, ты, наверное, помнишь, потому что ты отвечал на этот комментарий. Я сейчас просто не хочу листать. К тебе обращались, а работники музея обращаются к тебе с предложением, чтобы ты по их заказу делал какие-то изделия по каким-то старым снимкам, не знаю, там по каким-то рисункам, воссоздании истории. Закупают ли твои работы в музее? Ну, чтобы зрителям было понятно, ответь, пожалуйста, на этот вопрос, если можно. Насколько я знаю, никто к тебе из работников музея с таким предложением не обращался, да? Нет, музей у меня не закупал, пока не закупал никакие изделия, вообще ничего. Просто в музей я выставляюсь, у меня когда проходят выставки наших мастеров республиканских и не только, я принимаю участие, свои изделия выставляю как-то. Вот такое участие я принимаю. А финансовой деятельности, вот закупа у меня, ко мне вопроса даже не было. Есть частные люди, которые закупают у меня изделия, заказывают. Ну, были такие случаи, что вот эти частники, которые у меня заказывают изделия, они выставляют каких-то этих на выставках и предоставляют изделия, как будто бы это их работы. Такие случаи тоже были у меня. Как-то так. Давай я буду зачитывать комменты под тем видео, о котором речь шла, видео о тебе. Вот пишет Мадишка, вот такой ник у нее. Всем доброго времени суток. Мне тоже хотелось бы оставить свой отзыв о замечательном человеке и мастере Хасане Аздорове. У него очень хорошие и качественные работы, изделия из кожи. Не один раз я была покупателем его. Надеюсь, еще не один раз им буду. Цена приемлемая, качество просто отличное. Желаю ему процветания, благополучия и признания. Вот такой коммент она написала. Следующий. Ахмед пишет. Хасан, сделай седло с кожаными вставками и орнаментами и вообще кожаные изделия для украшения коня. Думаю, заинтересуются наши всадники. Я отвечал на этот коммент. Я видел, что тебе понравилась эта идея. Следующее. Какое красивое, уникальное творчество. Очень достойно. Радует, что у желающих появилась возможность соприкоснуться с таким талантливым ремеслом. Где находится ваша мастерская? Очень интересно побывать. Еще раз напомни, пожалуйста, где находится твоя мастерская? Все изделия, которые в готовом виде, все изделия находятся в городе Магаси. Артис Плаза гостиница, второй корпус на первом этаже. Это единственное место, где стоит банкомат Тинькофф. Рядом известное место. Вот там рядом. Вы можете зайти и увидеть мои изделия и кожу. А в основном выбор кожи и все станки, вот все мои инструменты находятся у меня дома. Город Сунжа, Ингушетия, улица Гайдара, 57. Так как мне там, в таком месте, серьезном, цивильном, Артис Плазе, мне не дадут работать, и я сам бы не стал загрязнять воздух этими красками, клеями.
и мусором, как-то не цивильное место. Там я просто как экскурсию, как офис у меня показываю кожу экзотических животных. Люди никогда не видели столько выбора кожи, как у меня есть. У меня практически кожа всех таких экзотических животных есть. Как-то так. А инструменты и работу я в основном делаю здесь по улице Гайдара, 57. Хасан, позавчера, когда мы с тобой созванивались, и я обратился к тебе с предложением прийти на наш стрим, чтобы ответить на вопросы наших зрителей, я тебе сказал, у нас был такой разговор, я знаю, я сказал, да если даже через меня к тебе обращаются, наверняка и к тебе обращаются, значит, я объясняю зрителям, выходили на меня из наших соседних республик, а конкретно из Чеченской республики, из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Представители этих республик выходили на меня с предложением, значит, обращаясь к Хасану, было такое предложение, готов ли Хасан приехать в Чечню, Кабардино-Балкарию, Осетию. Это разные люди обращались, но смысл предложения был один и тот же. Готов ли ты приехать работать в их республике, если тебе предоставят достойную зарплату, условия для работы. И смысл в том, чтобы по ихнему, значит, заказу делать какие-то работы, значит, изготавливать какие-то вещи из кожи и также обучать детей в тех или других республиках, если тебе, значит, предоставить все необходимое, включая и денежное вознаграждение. Но до того, как ты ответишь на этот вопрос, я хотел бы, я прошу прощения у зрителей других народов, я буквально на пару минут перехожу на ингушский язык. Хажил, ويحك مش في حظ شناخ الدرس ناسنا تعرضوا قستوري تو مخدا ولشون بوتري ميكال باشيو بچار تاويل شناخ وخسقا غدوري يسقا وي مخكا وي قمد ايش سقوير هو حدش بابولخه هو حدش دوحنا وي قمن سي كيرحط ويخمن سي ويخمن حونا داج تحولي ديا حمات وقتي غرتش وي سي حلدخ غرتش حون بول بوغليل بر هر سقو حيدش دا قد سونشي بولش اتوت حونا قمن سي حلدخ غرتش هو حدش دو حم هو حمال بيا بيلغتر ثم بيبيش ببعدين شاخوش مديز وي غلغي سيمبوليك يولش حون ويقر عدل خنش حماش حونا يحمات وتيش حون da ga nabra dukhul din ham da fantasy ruit sideshwan именно выходные бар шама жухамат тутеш хахиг жвал штагвета о хабеж бабуха ритба по коже я жду хама хацко шхали жду хама шхали хуже قصون سك خزا واتسون ах ясак тагна су голдане ухун царахун дигар дежесак толч хава гори хат яхш сук обращаться дешош, он говорит, выходит милицар обращаться, чади гавдарсан. Сахам китни мадизи, ладу вчар, бсагвар везжо, дик вулил дежде, дизел кими бежбе, ким дачу тахамар, иге духава, цу дизла, дизжда, кахик ханжба, тамулу хаятсухан. Сагвали мяли, рит кадар духамма дичи дизер, образование вериштон. Так, дик вода выхталил дизеш. Так, вар, ну вези сагион. دا حنز كوارتير حين تسألش أغن بول بموتك تسألش أغن يا جرانتي نتسا حمدا نتسا قطعي بار عدو خيجيش تغلش فون يرمو واسقما وما سوا سقوال يردر الله ألياخس والله بالله كل جيش بلانين بيشتغمو ير إحمد تسفا شعادي غردوا أسفل ميخ دياغا حك مشك حلل شناب بقل أخسقك حج ديزر شعاد يسقا بميخ وسقول شعاد أزعياش والله بالله طلع زوبة بشوف سوق سجور سوق سقان على قبل التسليات دعوة خاوي أنا حمد داس ناخد حل داني مستوكي بخيت ساسقاي هي جي نبغى لوخش بحانا رزقته يا دعوة خاوي أنا هو الحمد داس يا نو بين زي خدته يا دعوة يعني أش بي حق قلبس ده
Вейкиги на ухаму бакиги на хапан без бусубы, вейкаман ляхак ухадин дахам дыздысынды. Они очевидно качавший бог бирдаят тычкан угол бахбы бехбас. حسن حيدر يتصور أولي عطلان حيبيز بري إرسي محتالي أفسرها. Вала, аяғар Муса несті масу, соны добавить и кахамдац, единственное, Эрси Адула, Оли, я отвечу на вопрос, как всем нашим зрителям было понятно, о чем разговор идет и о чем, к чему мы идем, к чему мы идем. То, что я без всякой поддержки, тратя свою заработную плату, естественно, обделяя свою семью от каких-то возможностей. Деньги – это возможности, все понимают. Если зарплата, если ты половину зарплаты переводишь в кожу, которую не знаешь, когда на нее поступят заказы, когда ты ее используешь, которая лежит годами, просто как в музее, для того, чтобы людям показать, кто не видел экзотическую виды кожи всяких разных животных. Ты вкладываешь огромные деньги, чтобы она у тебя была, и чтобы научиться с ней работать. Если она у тебя не будет в наличии, ты не сможешь с ней работать. Естественно, когда покупаешь кожу, к ней надо подобрать клей. Чтобы клей подобрать, надо много-много видов клея использовать на кусках кожи. Надо использовать все виды краски, которые берет эта кожа, смешивать, проводить какие-то эксперименты. Это касается каждой кожи. Вот рыбья кожа, семга, сазан образно. Если используешь неправильный клей, он через месяц начнет отслаиваться, как перхоть. Изделия испортишь. То есть недолговечными будут изделия. Используешь краску какую-нибудь, он набухает, становится толстым и ломается. Образно я говорю. Вот так каждая кожа имеет свое свойство. И годами, вот, чтобы все это изучать, я потратил на это огромные деньги, финансовые и время, и нервы. И я через все это прошел и являюсь мастером. То есть человек, который хочет чем-то заниматься, ему не надо вот повторять то, что я сделал, то, что я потратил, затраты. И он может просто ко мне прийти на обучение, я его начну обучать образно, я говорю. Так вот, если бы у меня не было интереса к этому ремеслу, если бы я не был патриотом в этом деле, я бы не стал бы, как мне говорит двоюродный брат, зачем тебе этим всем заниматься, сидеть, зрение портить, у меня зрение испортилось, все время под искусственным освещением находиться и работать. Все время нюхать кожу, химикаты, краска, клей, это все химия, это все отражается на здоровье. И мне люди говорят, зачем ты за то время, за те деньги, которые миллионы, как минимум 5 миллионов я насчитал, которые я вложил в эту кожу, как минимум. Я после этого перестал как считать, и после этого, как 5 миллионов накопилось, я уже после этого много чего понакупил. И за эти деньги можно просто бизнес, купить элементарно 2 квартиры и сидеть. Вот эти деньги я даже за 2 квартиры, которые я могу получать, эти 50 тысяч в месяц, никогда не заработаю на коже. Но мне нравится этим работать, это мое хобби, это мое призвание. Я могу сутками сидеть и заниматься кожей. Ну, мне нравится, у каждого свое, да. Я занимаюсь любимым делом. Будем надеяться, Хасан, что меня и тебя услышат чиновники наши. Будем надеяться, что также тебя услышат меценаты наши, у которых есть возможность финансово поддержать этот проект. Надо понимать одно всем, что вот только что он об этом и говорил, что это требует какие-то средства, чтобы... Я вот сейчас, пока он говорил, еще раз перелистал комменты под этим видео, которое уже было опубликовано. Там
как минимум 50% комментариев в том плане, почему бы не открыть вам школу ремесленников, почему бы вам не обучать людей этому ремеслу. Поэтому я хочу пояснить для зрителей и чиновникам, это должно делаться на уровне государства или крупного бизнеса. Поэтому я к вам обращаюсь с убедительной просьбой. Я надеюсь, я даже уверен, что в этой просьбе меня поддержит 100% жителей нашей республики. Обратите внимание на этого человека. Необходимо, чтобы этот человек передавал опыт подрастающему поколению. Первое. Люди получат прекрасную профессию. Имея в руках такую профессию, этот человек проживет. Создадут много рабочих мест, если у нас появятся вот такие мастера. И самое главное, вот эти изделия, они разойдутся по всему миру, и тем самым, можно сказать, это как бы популяризация нашей республики в масштабе планеты. Поэтому это очень серьезно, прошу обратить на это внимание. Надо помочь этому человеку, надо помочь ему с получением и квартиры в том числе, которая ему полагается по закону. Надо помочь ему с помещением, надо помочь ему какими-то государственными грантами. Это все необходимо. Прошу вас, особенно окружение главы республики, довести до главы нашей республики просьба зрителей канала «Война-Ардок». И считайте, что это просьба всего нашего народа. И я уверен, что все жители нашей республики в этом вопросе меня поддержат. Таких людей действительно надо поддержать. Валлахи, баллахи, таллахи. Клянусь Всевышним. Меня Хасан не просил это вам говорить. Он сейчас сам в растерянности. Мы не обговаривали заранее наш разговор. Я ему сказал, под видео появились вопросы, надо будет на них отвечать. Я буду их зачитывать, ты будешь на них отвечать. Вот такой у нас короткий был разговор. Поэтому не думайте, что это подстроенная вот такая игра. Я не в том возрасте, чтобы заниматься вот таким, значит, фокусами. Люди, которые меня знают, они знают, что я очень принципиальный человек, неподкупный человек. Поэтому прошу вас обратить внимание на этого человека. Очень прошу обратить внимание на этого человека. Прошу это и правительство, и главу, и наших меценатов, людей, так скажем, в крупном бизнесе. Хасан, теперь у меня будет к тебе вот такой вопрос. Смотри, дар, он или есть, или его нет. Дар, он, наверное, от Всевышнего. Но и многому мы можем научиться сами. Это тоже есть. Скажи, пожалуйста, вот у нас есть все-таки, как ты думаешь, есть у нас какая-нибудь свет в конце туннеля, надежда, что наша молодежь, подрастающая молодежь, у тебя дома как раз и есть такая молодежь, что вот это ремесло не только по возведению кожи, есть же и кузнец, есть гончарные изделия, есть у нас такая какая-нибудь искорка, там, я не знаю, какие-нибудь намеки. Молодежь, интересно это, как ты думаешь? Вот так сформулирую я свой вопрос. Муса, вот отвечу на ваш вопрос. Вот предыдущий тоже вопрос был какой-то вот на ингушском языке, который мы обсуждали. Вот я не хотел перебивать вас, который вот люди хотят меня пригласить в республики соседние, обучать детей. Я хочу сказать, что я к детям отношусь как к ангелам. Они не имеют ни национальности, ни вероисповедания. Все дети для меня ангелы. Конечно же, с удовольствием я могу обучать любых детей, любой нации, любого вероисповедания. Для меня нету различий. То, что касается вот
хотел бы я выехать или нет. Естественно, человек в моем возрасте, имея семью, которую нужно содержать и воспитывать детей, старшему сыну 18 лет, дочке 15 и 13 лет. Это самый такой возраст, когда надо находиться рядом с ними. Отец должен находиться рядом с ними и воспитывать их. Вот в этом возрасте побольше хотелось бы находиться возле своих детей. Это для меня очень серьезно. Сейчас время сложное, наркомания, всякие ответвления какие-то непонятные, куда-то нас затягивает нашу молодежь. Вот я хочу уберечь своих детей от этих и заставляю их заниматься и спортом, и ремеслом. Вот вторая дочка у меня, вот первая старшая дочка после сына по возрастной категории, вторая, 15 лет, она прошла курсы сейчас кройки, шитья, активно занимается тоже кожей. Еще тибетейки уже планирует шить женскую одежду из натуральной кожи, женскую одежду. Уже есть примеры, у нее очень хорошо получается. Есть хорошие такие, я радуюсь ее результатами. А Также ты- встречаю, очень много детей встречаю, которые хотят заниматься этим, но у меня нет возможности их принять дома, их обучать. И дети спрашивают в дальнейшем, если он, как я, ну, они видят, как я сижу, вот и говорят, если ты такой мастер, хороший профессионал, вот ты в таком помещении находишься, говорит, что у тебя, ну чего ты добился, вот. Я образно, ты такой профессионал, я стану таким профессионалом, и у меня будет только то, что сейчас у тебя есть. Вот так, такой вопрос мне задают. Мотивация детей – это видеть то, чего добился мастер. Если он состоятельным живет, если ему предоставили возможность обучать детей, школу, инструменты, оборудование, если все ему купили, государство поставило, вот тебе зарплата, обучай детей. Это одно дело, а другое дело, человек из семьи выдергивает финансы, вкладывает, и дети это видят, дети тоже думают, зачем это мне надо, это несерьезное дело. Папа, к чему ты ведешь нас? Дети тоже вот так думают. Сейчас дети очень умные и дальневидные. Они пользуются социальными сетями, все понимают и все знают. Я-то этим занимаюсь, потому что мне это нравится, это мое хобби. А в республике очень много и гончаров, и сварщиков, и по металлу, и по дереву, и по глине. Очень много у нас мастеров, очень много. Ну вот именно направление по коже, натуральной коже, художественная обработка кожи, выделка кожи у нас нету, у вас вообще на нуле. Мне даже стыдно говорить, что такое, как у нас республика, с такими предками, у нас кожа, это было на первом месте, это была одежда, это была сбруи, во всех направлениях использовали кожу. Но сегодня у нас режут скотину, у, на- у на- у нас же часто режут и баранов, и скотину. Вы знаете, как у нас востребовано мясо. А вот это все эти шкурки, они идут на мусор, на отходы. Стыдно об этом даже говорить. Все же об этом знают, все же это понимают. Если есть такие патриоты, у которых есть возможность, деньги, элементарно построить маленький мини-завод по выделке кожи, чтобы эти не выкидывались, эти руны. Даже этим никто не занимается. Асан, к сожалению, ты прав. Товжан, я чуть позже зачитаю ваш вопрос нашему гостю Хасану. Хасан, у меня вот к тебе такой вопрос. До того, как перейти к вопросу Товжана. Вот смотри, у тебя сын чемпион мира. Это очень высокий результат. Он, можно сказать, профессиональный спортсмен, юный спортсмен, ему всего 18 лет.
Я видел, мы с тобой несколько дней виделись в Сочи во время выставки, и когда туда пришли ребята, наши земляки, э, ингуши, которые служат в Сочи в Росгвардии, я видел, ты давал им наказы, как себя вести, как себя надо показать. Ты им напомнил, как показывали себя наши предки. Ты им напомнил об этом и лишний раз, чтобы они не забывали, кто они, какое должно быть их поведение и так далее. Вот скажи, если получится, буквально коротко, несколько таких важных наказов, которые ты своему сыну даешь для нашей молодежи. Пожалуйста. А, Как я скажу на ингушском, многие, наверное, это слово знают, слово «эздел». Я «эздел», это переводится «кодекс чести ингуша». К сожалению, я сейчас об этом говорю, и многие, кто сталкивались с негативом от представителей нашей национальности, может даже и не нашей национальности, многие делают пакостные вещи и представляются другими нациями, не говоря свою суть, свою настоящую, потому что пятно не было черного. А есть такие, кто действительно является нашей нацией и себя неправильно ведут. Я хочу сказать, нужно проявлять уважение к старшим, в первую очередь, вести себя подобающе, достойно уважения, чтобы он уважал, когда находится не у себя в республике, в другой республике или в общем городе Российской Федерации, у каждого есть кодекс поведения, чести, у каждого в городе свои понятия у людей. Нужно не перешагивать, не унижать порядок жития другого города, другой нации. Нужно соответствующе, с уважением относиться к людям, где бы ты ни был, чтобы тебя уважали. Не надо своим уставом навязывать свое. У себя дома, своей республике, своей семье ты можешь своих детей воспитывать по своим датам. А там у людей, у них своя жизнь. Надо с уважением относиться, вести себя правильно и очень красиво и уважительно. И я думаю, я во многих городах объездил всю практически Россию, во всех республиках. У меня близкие друзья, кто со мной дружит, знают, кем я являюсь и кто я. И, естественно, у каждого были и ошибки в жизни, он как-то не так себя вел. Ну, хамство, это непростительно. Я так считаю. Ко мне хорошо относились во всех городах, где я был, во все места, где я знакомился с людьми. Ко мне никто негатива не проявлял. Вот об этом я хочу сказать. Ко мне очень хорошо относились. Хасан, смотри, сейчас будет, может быть, и неуместно, пускай меня не осудят и зрители. Мы с большим уважением относимся к этому человеку. Я сейчас говорю про Ису Кадзоева. Он написал роман-эпопею «Ингушетия». Такая работа, которую проделал этот человек, такая работа не проведена ни в одном народе, во всяком случае нашей страны. Ни один народ не может похвастаться вот такой работой, которую провел этот человек. Роман «Эпопея Ингушетии» – это огромнейший труд. И вот смотри, я вот не хочу проводить параллели. Он же собиратель, да, над нашей историей своих романов, он же это и рассказывает в своем романе, вернее. В какой-то степени тебя можно и с ним сравнить, потому что ты тоже по-своему
уникальная личность, тоже, по-моему, нашей страны. Я, во всяком случае, таких работ еще не видел. Правда, я не могу похвастаться, что я знаком со всеми работами, но я, во всяком случае, не видел. И теперь смотри, Иса является патриотом, это однозначно. А теперь мы не будем говорить, пусть это скажут другие. Но и сын у тебя тоже чемпион мира, тоже как-то высоко поднял знамя нашей республики, высоко поднял имя нашего народа. Вот помимо того, что он спортсмен, вот это чувство, которое у тебя есть, чувство патриотизма, ты прививаешь своим детям? Начну, пропустить разговор о Исе Кадзоеве было бы неуважительно к этому человеку, потому что он уважаем не только ингушами и в Ингушетии, а во всем мире об этом человеке знают. К сожалению, я с ним лично не знаком, но обязательно поеду к нему, если он даст добро, и познакомлюсь с этим человеком. Заочно я его знаю, очень сильно уважаю. Сравнение от 100, в шкале от 100% к одному, если 1% меня с ним сравнивают, это для меня очень большое уважение, я этим горжусь. Ну, я знаю, конечно, до этого человека мне очень много трудов надо провести и прожить очень много, чтобы набрать такой груз мудрости, как у Исы. Это и бывалым не под силу такие знания удержать в сознании. Это очень уникальный человек. По поводу воспитания сына, я скажу, сын у меня намного воздержаннее и ведет себя скромнее, чем я. Я даже рад этому, очень счастлив, что он такой. Я очень сильно люблю скромных людей, которые мало разговаривают. К сожалению, Аллах не одарил меня этими качествами, но я завидую таким людям. Он сравнил, как я его отвел первый раз, в 4, ему еще 5 не было, в спортзал. Аздоев Магомед по тайскому боксу, наш родственник, мы как-то в 92 году начали с моим двоюродным братом Зелимханом Аздоевым, он живет в городе Сунджи. Короче, на базе АТХ, ну вот эти, где автобусы, вот вы понимаете, да, рельсовые автобусы вот, дислоцируются. Там был заброшенный клуб, маленький такой старинный клуб. И мы убрали оттуда кресло, отремонтировали пол и сделали там спортзал. Хороший спортзал. Из этого спортзала вышли хорошие спортсмены. То есть тупо открыли предприятие «Тигр», короче, в то время кооператив назывался, и начали. И вот очень хорошие результаты были, но, к сожалению, чеченская первая, вторая компания, в этот зал заселились беженцы. В этот зал около 400 человек заселились. И вот так прекратил он существование. Потом он опять, Аздоев Магомед с Германии приехал, открыл там опять тайский бокс. Я туда отдал сына спустя столько лет. И вот он у меня начал ходить в этот зал маленьким. Он, ну, тогда еще бегал. И вот с тех пор он освоил и бокс, и кикбоксинг, и два вида борьбы, и М1, и карате. Короче, и в конечном итоге в грэпплинг, уходя в грэпплинг, он через 2 года стал чемпионом мира по грэпплингу. После этого еще занимался рукопашным боем. Ну, мы не планировали из него делать спортсмена, потому что это бокс, карате, М1, это травмоопасные виды спорта. И нашей, как бы, мусульманской вере лицо это святое, даже при омовении нужно беречь лицо, как-то нежно к нему относиться. Мы хотели, чтобы он мог за себя постоять. К этому и пришли. Как-то так. Конечно, воспитываю. Это самое главное.
достоинство, поведение, этикет, чести. Пользуясь случаем, пользуясь случаем, хотим передать огромный салам маршал и слова, искренние слова всего самого наилучшего в адрес Исы Аюповича Хадзоева. Я хочу тебе сказать, Аллах Муж Нашилов, Иса, хочу тебе сказать, Хасан, Иса мой односельчанин, я с Исой не раз виделся, и чтобы ты понимал, когда ты сказал, если будет возможность с ним, если он тебя примет, он очень простой, очень доступный человек. Ты просто будешь удивлен его простотой. Обязательно съезди, обязательно передавай и от нас ему большой салам маршал. Иса Аюб, конечно же, это бриллиант, можно сказать, нашего народа. И был у нас такой человек, Али Хашигульгов, друг Исы, они вместе сидели, были политические диссиденты, в Мордовии они сидели при советской власти. И вот у Али Хашигульгова есть вот такие слова. Дайман хылба яхила пангиш, вишемакула яхила цива. Теперь я перехожу к вопросу от Товжан Албакова. Между прочим, она у нас, дорогие зрители, если кто-то не подписался, обязательно подпишитесь на ее канал. Товжан Албакова, у нее есть свой канал в Ютубе. Нажмите на ее ник сейчас, обязательно подпишитесь. Такой душевный канал у нее. Небольшой канал, она не часто делает публикации, но публикации она делает всегда такие очень душевные, такие простые из жизни. Где-то она просто там снимает какие-то, знаешь, простые сюжеты, но действительно очень себя она не показывает, а кого-то показывает, о чем-то рассказывает. Ну, действительно стоит подписаться на ее канал. И вот она, насколько я догадываюсь, она то ли из Сунджи, то ли из Сунджского района, но оттуда она. Она спрашивает у тебя, Хасан, выставки Армагаси, Ханвацерха, Сунджи фестивале Ханвацерха. То есть вопрос задают, почему тебя не было на выставке в Магасе, и до этого была выставка в городе Сунджи, там тоже тебя не было. Почему, спрашивает она. Отвечу, во время выставки Сунджи, Край мастеров она имеет в виду, в Сунджи проходил фестиваль Край мастеров. У меня родная сестра, которая живет в Малгобеке, у нее дочка выходила замуж. Так как у них нету и отца, и брата, мне пришлось там находиться несколько дней. Поэтому не получилось побывать на этом Край мастеров. А мероприятие, которое проходило в городе Магаси 4 ноября, в День народного единства, у меня на этот день была назначена, вот у нас в республике проходил Фусумнан какой-то конкурс. Ага. Не в курсе, да. Вот и Лейла, которая проводила этот конкурс, мы с ней договаривались еще 2 недели вперед, что 4 ноября в городе Магаси, в Артис Плазе, у нас состоится мастер-класс. То есть я должен был давать мастер-класс вот этим женщинам, которые проходят конкурс. Они должны были из кожи что-то делать, брелки, и я должен был их оценивать на предмет мастерства, что они могут. Ну, такой конкурс был. И в этот день, и мне позвонил из Ассоциации ремесленников Адам Галаев и попросил меня поучаствовать в мероприятии в городе Магаси. И я, соответственно, ему отказал, потому что до этого я дал согласие именно в этот день, оба мероприятия, дал согласие, что Лейле буду проводить мастер-класс. А Лейла мне сказала, что я должна, она проживает в Москве, и что она приедет 3-го. А так как она мне не позвонила и не предупредила, что в этот день мероприятие откладывается, я думал, что разговор в силе, короче.
И вот я ей звоню вечером буквально на 4, под 4. Я уже подготовился, все перевез, оборудование, кожу, все заготовки сделал. И она мне говорит, что мероприятие откладывается, так у нее свое другое мероприятие она будет проводить, и у нее не получится. И вот и там не побывал, и там не побывал. Понятно, Баркул. Тоже Говорю, как есть, говорю. Не все, добавил, не снял, как есть. Вот по-народному, по-простому, как есть, говорю. Толжан сообщает, что у нее брат делает посуду из дорогих пород дерева. Мы все его отговариваем его, и он также нам говорит. Ну, о том же, о чем и ты. Амир Катиев, знаешь такого человека? Амир Катиев. Во всяком случае, такой у него ник есть. Вовзы Жулиганес? Амир Катиев. Да. Амир Катиев из Яндырки, из Яндари, знаю одного. Не знаю. Значит, он пишет следующее. Он с тобой, как я понял, служил в Росгвардии, внутренние войска. Он пишет, дал сенди кьюэль масыне Хасан бол волчханы бар эс. Бенцак Антяня, Дядярясхул Амир. Твой адрес. Также Ахмед Арчаков написал, и многие другие написали твой адрес. Добрые слова. Дядярясхул. Теперь какой-то длинный коммент я видел, появился. Вот, Хасан, если наша, это задает тебе Хуриш Костоев под ником «За справедливость». Он спрашивает, Хасан, если наше правительство организовало бы с тобой и Шадиевым, мастером из рыбы кожи, большие цеха для реализации этой кожи на международном уровне, как ты думаешь, каких успехов добилась бы наша республика? Ахмед Шадиев уникальный человек. Это доказывает то, что он, как я читал биографию, как я слышал, 25 лет своей жизни потратил и времени, и представьте, за 25 лет сколько финансовых затрат сделать, чтобы вывести форму обработки кожи, галаядова, сулу, чарицук, кожа, которая на отход во всем мире идет, из нее сделать кожу пригодную для изготовления, так как и галантерейных, так и одежду. Это уникальный человек. Конечно же, если заинтересовались бы этим вопросом, конечно, мы бы получили мировой статус. Он-то, Ахмед Шадиев, уже получил его мировой статус. Как я слушал, он уже в Португалии, и из его выделанной кожи я изготавливаю изделия галантерийные. У меня есть его кожа куплена, и там в магасе в офисе, и здесь у меня есть кожа, которая выделана его фирмой. Но, к сожалению, у нас есть очень много направлений, в которых наши бизнесмены удачно участвуют и зарабатывают деньги. То есть вложить деньги в это производство они, наверное, считают нерентабельным или слишком затратным, или, короче, я думаю, что это надо любить. Это дело надо любить, чтобы вложить в это деньги. Смотри, вопрос, ты неправильно немножко понял вопрос. Вопрос стоит вот такой. Если совместно с Шадиевым, смотри, бы вместе создали бы цеха для реализации этой кожи на международном уровне, то есть твои изделия там, создать совместное какое-то, большие цеха. Вот смотри, вот я зачитаю. Хасан, если наше правительство организовало бы с тобой и Шадиевым, мастером из рыбы и кожи, большие цеха для реализации этой кожи на международном уровне, как ты думаешь, каких успехов добилась бы наша республика? Вот как вопрос поставлен. То есть то, что он известен, понятно, если бы создали бы такое производство мощное, и тебе бы создали бы все условия. То есть у тебя появляется, я так понял, между строк его вопроса, то есть появляется у тебя школа, где ты готовишь мастеров. Вот эти все мастера выполняют какие-то конкретные изделия. Вот как ты думаешь,
наша республика добилась бы больших успехов вот, в международном таком рынке? Наша республика бы могла занять определенный большой процент по выделке кожи, реализации этой кожи. Естественно, если эта кожа будет качественно выделана, и изделия будут сделаны качественно, и по цене будут подходить. Это все можно сделать при желании и при поддержке определенной с каких-то высших сторон. То есть структуру государства или меценатов, какая-то финансовая поддержка нужна. Это все можно сделать. И ответ, естественно, конечно, мы можем добиться этого. Хасан Баркул-Халтхан, я немножко отвлекусь. Я вижу здесь очень много лично знакомых мне людей. Их очень много. Я сейчас не буду называть всех имена. Я всех вас еще раз приветствую. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Маш Валчин, Вижри Маснисерик Хейшин, Курейш Острой. Любой комментарий я только что отдал тебе ключ модератора, чтобы я проверил, YouTube пропустил это или нет. Просто у меня YouTube у некоторых модераторов ключи забирает. Просто любой комментарий я взял, Курейш. Значит, Хасан, здесь у нас и Войнах 0695, друзья, это наш новый модератор, это Саид Муталиев Машвал, Саид Масбергиш Машвал, 122 тысячи подписчиков, 20 сагмар кварц, Ачмиш Вал Ухчон, 20 сагмар Ачмиш Вал Ухчон, 122 тысячи, 123 нилтавдянтовые подписчики, Анах Ачбалыц Ахмед Ухчуахр Вейцмуцендя. Любой юахр канал Шнашхолова, сравнится баш бахун штотними, поэтому ижрейбет ижбудеш хумболыш ижбух бацвей гладухун. Это дан Аллах, матбуа беш. Хасан, давай мы, в принципе, закончили по нашей сегодняшней заявленной теме. В принципе, обо всем было сказано. Я надеюсь, мы еще с тобой встретимся. Если у зрителей возникнут вопросы конкретно к тебе, я обращаюсь сейчас к зрителям, вы можете свои вопросы задать ему лично, позвонив по телефону. Вы можете зайти к нему по указанным ссылкам на его Инстаграм, на его страницу ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеграме, там ему задать свои вопросы. Или можете здесь в комментариях оставить свой вопрос, который я до него доведу. Или он сам зайдет, вам ответит. Он периодически заходит, проверяет комменты ваши. Поэтому, пожалуйста, уважаемые зрители, пишите свои вопросы. Еще раз напоминаю, для всех зрителей, у этого человека, это мастер, у него уникальные, эксклюзивные вещи. Это шедевры. Это действительно очень красивые и качественные работы, выполненные из натуральной кожи. Вы можете делать ему индивидуальные заказы, созвонившиеся с ним. Вы можете уже значит, готовую продукцию, которая находится в гостинице, в городе Марсе. Гостиница называется Artis Plaza. В втором корпусе, там его работы выставлены, вы можете там, вы можете, значит, как я выше сказал, заказать какой-то индивидуальный заказ, сделать, обговорить с ним все эти нюансы, обращайтесь к этому человеку, и это необходимо, друзья, мы должны этого человека поддержать. Со своей стороны я прошу вас, обратите внимание на его работы. Ну и советую вам, потому что цена приемлема, даже в какой-то степени она доступна цена, если учитывать, что выполненные работы – это ручная работа и из натуральной кожи. Это очень качественные вещи, вы можете и для себя что-то приобрести. Дал седик юйшен, пахит ми волш, дал шей эхту бахтал шей бог тех, шей лилдиш хаман тех, Aman yah yola nach yoch mak yachcho. Allah ya sallallahu mak dal si dot had dal dukhiyah ha mashi yari. Mashal khatwa. Hasan Azdoyev akramati mikosh yachosh vejri bozihun.
حسن أكرمك نكوش يا أخي بجري بوزيحن والله بق إزي بجري بيوخ أرشاكو أحمد بوزيح مش حسن ديك بجري بيوخ بولبуш. Пожалуйста, Хасан, мы, в принципе, закончили по заявленной теме. Пожалуйста, у тебя есть возможность. У нас большая аудитория, надеюсь, они в записи будут смотреть сейчас. К сожалению, у нас в связи с тем, что на территории России YouTube гасится, и многие зрители даже при желании они не могут открыть YouTube. Это надо делать во многих регионах через VPN. А для того, чтобы через VPN заходить, нужен очень хороший интернет. Поэтому из-за того, что гасится YouTube, у нас очень мало зрителей. В этом тоже есть причина. Но все-таки, я надеюсь, это видео будут потом смотреть в записи. У тебя есть прекрасная возможность обратиться к нашим зрителям и сказать то, что считаешь нужным. Пожалуйста. Просьба одна. Воспитать, принимать побольше участия в воспитании своих детей. Очень развито у нас аптечный кайф, наркомания. И также различные секты, куда могут попасть дети, различные игры, которые могут повредить здоровью и сознанию детей. Очень большая просьба. Приучайте детей к ремеслу, любому ремеслу, пусть даже самому простому. Они развивают усидчивость, развивают мышление и трудолюбие. С этого все и начинается. Отдавайте детей в спортивные кружки. Желаю каждому, чтобы у него выросли достойные сыновья, достойные дочери. Я думаю, это самое главное, к чему идет отец и мать. Всем добра. Отвечал на вопросы искренне, по-простому, по-ингушски, без всяких этих умных фраз. Вопросы хорошие, общение получилось плодотворное. У кого получилось побывать в прямом эфире, послушать одно, а так, думаю, Муса сохранит эфир, и можно в любое время, другое время посмотреть. И также задать в комментариях вопросы, на которые я отвечу. Я очень с большим уважением отношусь к каждому вопросу. У каждого свое мнение. Я уважаю все мнение всех. Кто-то может к моему ремеслу относиться, к моим профессиональным данным относиться с негативом. Это его право. Может, он лучше меня, мастер, или он больше разбирается. Я абсолютно не хочу никому ничего доказывать. Я абсолютно ни у кого ничего не прошу. Я свое ремесло, свой бренд Аздоха сам создавал без единой помощи. На сегодняшний день я снимаю помещение, имею свою мастерскую, худо-бедно работаю, зарабатываю, как-то уже состоялся я как художник, как мастер. Но то, что Муса говорит, он говорит, это больше нужно для населения, для людей. То, что я начну отдавать то, что я вырастил. Это больше людям нужно, чем мне. Об этом Муса хочет сказать. Я же правильно говорю, Муса? Совершенно. Вообще, вся наша деятельность, я сейчас говорю о команде «Войне Док», вся наша деятельность, она направлена во благо и на благо нашего народа. Мы, во всяком случае, стараемся двигаться в этом направлении, и мы стараемся показывать людей, с которыми считаем нужным познакомить нашу аудиторию. Таких людей, как ты, мы, конечно, готовы. Я сейчас обращаюсь к зрителям нашего канала. Может быть, в нашей республике есть какие-то мастера, малоизвестные мастера. Хотелось бы, чтобы о них тоже рассказали. Пожалуйста, обращайтесь к нам.
Вы можете выходить на меня любым удобным для вас способом, написать, значит, сообщение администратору в Одноклассниках, ВКонтакте, Инстаграме, а лучше всего в бот обратной связи в Телеграме. Везде мы под одним и тем же именем Войнях Док. Мы с удовольствием с вами созвонимся и с удовольствием о вас расскажем нашим зрителям. Хасан, у меня к тебе вопрос. Ты не устал? Нет, нет, нет. Очень, мне очень интересно общаться, так как я к вам отношусь с огромным уважением. Вы, не имея никакой пользы от того, что тратите свое время и огромные ресурсы для того, чтобы познакомить людей со мной и дать мне возможность высказаться, да, и ответить на вопросы. Вам огромное спасибо. Баркалла. Allah ряс халхан алилдер сунхам гой алилдер хай яхюш хай каман вахор алилдер хай маски ахин так угуз мех багрыш согут боч дукнах бавин цах бажа цигер сук телефоне ушин кадина стриме гервей нахашт мотивация гер а вашта да дихая сун подстраиваться дыш все время сун эхту боучхан эштахиг жуа Allah ряс халхан сун хол Allah hayatı barik mi koyuz? Deo şidur halthas, deo dur halthas, alildur. Яхюш, хакуна ветсери. Сун хавейза дикхет Сочи первый раз в жизни бальгвин усун хавейза хай хата бин вака вали эздел гулкляца суд. Что дейзат ве иншаллах да художиш худове гулклил дадве дал энделе. Дал барца бог ве дик чаманте. Аллах, амин. Я сейчас зачитаю один коммент, потом я отвечу на твой комментарий. Вот «Война 0695», это Саид Муталиев, пишет следующее. Могу сказать, что из моих знакомых и некоторых заочно знакомых покупали и были в восторге от изделий из этой кожи. Речь идет о твоих работах. Мы уважаем тебя, наш брат, и твое ремесло, пишет Куреш, значит, Остоев. Хасан, теперь до того, как тебе ответить на твой комментарий, я хочу, значит, обратиться к зрителям, может быть, даже немножко похвастаться этим хочу. И хочу это не для того, чтобы похвастаться перед зрителями других народов, а как бы в назидание и напоминание нашей молодежи. Наверное, люди, которые внимательны, они обратили внимание, что я к тебе обращаюсь на «ты», а ты ко мне обращаешься на «вы». Вот это и есть один из, значит, сделов нашего народа. Хасан чуть моложе меня, и он не позволяет ко мне обратиться на «вы» на русском языке. Только потому, что я чуть старше него. Мы с ним братья Аздой, но сегодня он в эфире не потому, что мы братья по крови, мы братья по, значит, религии, мы братья по, значит, нации. Сегодня мы хотим просто познакомить зрителей с этим человеком, и чтобы на него обратили внимание. И я клянусь Всевышним с большим удовольствием, также не менее меньшим интересом, чем сейчас я готов рассказывать и общаться с представителями любых народов, если этот человек работает во благо своей родины, своего отечества, своего народа, и я к нему отношусь с огромным уважением. Теперь касательно тебя. Я не случайно спросил у тебя, Кэтван Вигар, не устал ты? Друзья, мы сейчас будем переходить на ингушский язык. Немножко я хочу его задержать. Но до того, как мы перейдем на ингушский язык, я хочу тоже сказать несколько слов в адрес сегодняшнего гостя. Я заметил, что это очень умный человек. Это я заметил в Сочи. Мы несколько раз сидели за столом, когда нас сочинские братья приглашали в рестораны. Кстати, пользуясь случаем, передаем огромный салам маршал нашим братьям, сестрам из Сочи.
Хасан тоже, наверное, скажет свои слова. Действительно, очень достойные братья, очень достойно нас встретили. Сегодня к нам сюда в эфир вначале заходил Аюб Мальсагов. Он писал свой комментарий, приветствовал нас. Поэтому мы с ней сол маршал душок отвежили, южили сочер. Аллах рияз халшин Хасан. Хайду ашхака сол маршал хейти мигдам. Dal iş mu dolçu vecili. Şey yol dehenu, şey huk yol dehenu dal dil dolçu. İriz dol jwahar halçun. Waj tkhus latsa uluk, waj tkhe hasta dok dal Allah rastilçun. Амин. Хасан, язык говорю, Валер Сохар. Мы переходим на английский язык, друзья, извините. Шорти хамуса. Хасан, ve tikkamel de çıkan taştı hayfa aldı, ekvaldır, fıhan aldıyızı, mışt aldıyızı, sahamını hâlûz boyunca tikbak değilse de ası ve pera ve çiliha, restorani ve daştı, Сочи, вы видите, что Абаркл Уалыш, царя мероприятия, Абаркл Уалыш, цувы армии Махакянкиш, а Хигар Деш, что Хамзумузуя, Хакл Диетсиран. Да, цамана, что цаал Дезер, Дет Дезер, Хош, что Пейдни, Бол Ба'лил Берхон. Цувы Кигишнаха, Казига Цурах Гуали Жора Схон, Вей Кигинах Гуцидах Кэтсон, Цувы Кигишнаха, да наркомани Харца Долиги, Машин Шахках Килкман Харца Долиги, Халдер Ордери, из Нукни Цадер, из Цухуш Батсишон. Иш Цухуш Яр Батсишон. Батсни Хуш Яр Десон. Но Иш Цадал, Бейтей бер İsrail şakeş İsrail su alır işte sasa bir maç çalışın bak bir işte şey ili alışmı zikir alışmı dal ver han qiyet la ilah illallah dal qiyet ver han la ilah illallah alır İsrail dal qiyet ver dal ver surat sofud da hat sofal var ya Hasan hacıl İzim dal şiir imanış balbu ve iki günah imanış vatırış sidense ve iki günah izzibi hacı sohset var bu alır Hasan tağına ve iki günah dukal barış var sport gibi заниматься лишь dik hoda dünyada çıkacakta işte iminiti sportsmeniş bu ve olimpiyski çempiyoniş bu ve mировой чемпионы же были, хотя хоккейки были мировые. Следующий вах. Дал дьякл был усфан. Аллах дьякл был, почему сберги дал ши эту бах. Суняга дьяхвана камал хейкчана дал эту бах царцара. Вайцилах лахтер вайхана эйди лахтер мрит сабил дерхан. Хасан цахам дерсухлук ал. Ama Respublik Şemalda moh bir alay moh. Ez Şemalda ham даже nach egerhal nach mı bizi ham lildi. Sektor çiziz mişiz daha maldır bizi nach biz. Tabi nach biz yağırı ya nach lor biz algırtso. O nach lor biz mıştır. Şimek Сакрона Бог бешалча там уз Москве вен Бог высок. Свои мягко хами Бог балари язык хрона цахам далари уз мимаг мшварсу табан. Так само докумби ара табана ши мягко болшнаха Бог би мотик хубьёл ши мягко. Цунаха эгер кертедер исхат цунах лорберха. Но шалага мот бы غالي موت يا أخي موت بويخا من حد ومات تخطن بدي بويخا من ملدو الجدا حدا ومات تخطن وي بلغ نوز مسمدي ويداش دي تسا حدواغش دعيا زادو خم خلمش خم بي حلق
Совал я ханстагнаки на школе чибяхка чулта и школе чибяхка сабарыжы жейниш бидяхки хужри булхушху вот алмыш. Шала барыш тольбик кач или спортзале булхушху. Бакл дуаста алхамдулилlah. Шах هذا تدش عليها булышфан алхамдулилlah иштрада يكبيرك ويكيجي نعمل جاش إحسن نوتساب بعد بين واحد سون حسن غلغي موت كزيجة تعكون كرسي غلغي متحون تاع سبيسالي سيكتشي غلغي متحون تاع حمد تسول قال كل جوك به إزغلق شعر يسول خوي كيش ناخ وقت شهر مثلا حنخيط الأرض أدوش حمد غير Муса, Hans Техерчханди, Hans 2024 год, Гужватиш, Бог би в этом направлении, Бог Божий, Бог Бог, Сун Божий, Нах Бог, Цахамалия, Цач, О, Бог будешь, Бог Бог, Муса. Иншаллах, результаты ждешь, ход результаты. تعمل درز و هیچ هنس نخ کسی بوش بادر یاش ات حاجی تحديك خلي سويت ولا نبوشت ولا ازو جراس تخ بيرش دي بيرش دازنا نس حلقة وي داش بس وي غلا موت تعبوش بر بير ستوبينج ولا تو اجي حوخر دولا ما هذا اخش دي اخش ويدوتش دو اخش صخر أبروت بيرشت أجي دوقة ديزر أخش مدي ديسي هانس از أخش صم ملادر دي أبز ملادر دي توم ملادي إتو ملادي بع ملادي إت بع بخبع ملادي إشت أخش تاوش خان حيز خانه غلا متلت أخش تروج عدو ضيز غلا موت بوتر كيزيك باشريات غلا موت بوتر صار ودي اللات وش كيزيك تنحمي يتش صوت وش ديوشي ده اشت هم تدور جدوي داخد خيط جوك شو تأخشت دادو دالديس أخشتي باكاج دين ها دينا يورج أبروت ميت أخشي ماخ يتغو خيدا غو دا تندالي عود علي تأخشت دابو بيزا خيط شو الموت تعندو تداس حن حشيش عفدرس نظرا يرسوت واجدا فابريكي ايوش داويرزش كروجي وندين دي خاصون تبيل شان خو خدس لبا شجوك بيش أوزبيك إش خوتك حارب اللي لا تشتغل تقول لي تنيا بتفضل يايخ لبا شجوك بين مين عنش يا بينو تا مشينت حواج قرآن دي لا اعتبر عملات إيش خاص حواج خاص كورة حش موليتا فاش على له تا أوزبيك والمخيصون أزياخ تنكحون باتشوك لباش سوسو بيوخ قطب دوح أزال غيب التالي والله بقدر عارف تعال دايما تريشتو كيتسو يوخ باكيت ديزي غلغي متالي سو غاسكي موتبوت سوك سو غلغي موتبوت أزبيكو تحت قول راش حق يتساتسو واجداتي كاشتاش اتاوس عندك دارسو صحن يسا غلغي يغلاتش سو غلغي موتبوت سو غاسكي موتبوت بعد سو بخبخ بيز موسى بخبخ غاسكي موتبوت جمبيبين حنت تحبوا تغنى ديزل بوجدا حوبه غاسكي موتبوت بيرش حتى بس اللي بعد اسمه فغاس تسخن تصمت جبا ارسي موت شلون بادر يا وشي خرس قيت موسى هانت دوق نغرياس خبات هانت ازياخ جدو حما شلون خرس قيت غاسقي موت школе бирж амбо бут на профессиональном уровне цагам азлерд бут хожу родители жрет камар холхот غاسقي موت школе мас амбуш бус غاسقي موت لازدي амбу ديش амбу азгала موت بي نيان موت شو حن يعني تنان تاني دوقا يوقت بيرش نان بيخ بوز نان دام نبغ دوق جو دا اخوتنيك و تشدع جو دا بيخ بات تزناني نانو امبوش بوز نان اسكرست موت ديك خو جلي تسكرست متا ارسي متا لا دايزا يلي تشوز ارسي متا لا امبو بوش بيرش
Ну, эрсимот амбр дик мудис хадиж мубиз наха ити арбелоч кыча дабагач цемета вери Российской Федерации эрси ведущий язык мбиз схабиж бу. Соответственно, схожа английский мот, арабский мот, китайский мот, схож наган бивен бити, галай мот амбут. Азгалай мот нангырду. Амби бежбу так цеқадыр аз халқан бақышнақ бех бақыш халчы муса замечание олцо гасқиме. Бех бақыш халчы хоз бақ қож бар халқа. Латып боуш бақ қор бақышнақ бех. Ханз бақышнақ бех бақыш қаны ца упрек му бақыш упрек. Вей ханзыр мала дөж والله ازدك انت والله ازديلس مي وي كيجينا ودنيا نشوفهم بس وي برجمو كيجينا خوي ورجمو يجي ازدي يجي مي каждый день هر دينا بعد مقوشن ازدي يجي ازديل دوش خزغوق دوش هر دينا غوا كيجينا غوق بعد مقدو سيغنا аварин кот магаси воду жосу аварин режим это шорти Геленваген цани сей машин тхин ну иха эйрен мастер воду жоксо первую скорость амар аюдуцс это уюртер йо замса гоз Мухаммад дяга жосу йо те вахсу нёх Хасан хам ишун хамдо виа шорти хамут фаган азе хамавр хунсо воду цё йо Мухаммад дяга жосу йо نسقو حيوخ توز انستغرام اتشوين عوين ورسون يو حماشين ازدو خاص اتش حنوامر وهو خا متاوش حوك حياتا جو تليفون حون حم ايشي عاش حاول اتسوش ودنيا شي ويمار دوش حمدات والله از ماشين سيخ يخ از ماشين جان حول بي شورتك 20 كيلومتر غودش غودش وسك توز تليفون تيخا دوغ غوزداقا الحمد لله سوشت اريان سون ازموت زعمسك غرغوق بعدين انستغرام اتشوين يم اتشمش واو انستغرام تصاواغي خلومار تشوين سنومر واوخا سوتسوش فتسوش تلوهاتيخا حنتين واخن سو مرغاتش فيشون صبر ديزيون تي حواويزيون غويشون تاق سيغنالتي حلغوين داورت زعمسك مچا مالا مهدي ده جوق سو ماو غو جوات سون حنزغات ماو غات سون بايش غوز جوات سون يشي ماو خيت والت تلو وانتي اش غوق بيزا داو داو ايش مبو بجمو بو كينا يا يوچني قونا وچني مار خو يشوش حمدات تزامسو دوغ غوز داقات ايش بويك انت موسى ايش بويك كينا كزك да ялса его машине не вот дата ти много студи царя догози сакховис أزم بعد حتى أزدو سدد حشيش حل دا قلاشكر نقص كويت حكينكو خير أحجة يك هل يقع ليش يقع تدال غير تنبه تحبوظ برتسك خد خد ناقص تورز أمسر تكاين خد قمع إنجليز ما خوي خد ميدال بريبي بايت ليش تقمع إنجليز تكحوتا تقول خد تقول دج ورسو تكفضل تفعشان سرقوا الغو حلو دجتو بديو مغ سرقوا الغو قراش حلو دجتشار خيت يلرسه ياشكر تعال ياشك دعاق يا خواد يا يخلص أديم صوتا شرع خواد يا خلي راز تشار تاخس خيت يلر يوم از ناس وسحون حلصة بتشحون ناس وسو بول بنزر تعقولي يفضل يخا خلني الخصم ولا لا بجاحة دوكا شكون يخا خلني الخصم أديم صوتا حيا مشان ستلاس واش مشان ناس وسيروك يالر صمين تشار حلو سيجري حلو سمعت شباب بجاحت تعملي يا حرابو يعني وكي يا سوزام سبو سوق تعليق 25 اشتغل بيك سوزام سجي الله هو اسمه وكي يا زباس كيروك يعني سوق مرسيدس جولي اسمه بي سجار بينهم يدار يا سوق زباس كده وقت جالس ولي حلو والله تسمع بس سوق كل دعوة وقت تنزل سوزام سبو بس زباس حق يتصدق صدق حوار وقت عبرت بعد ده سكت لا زغل وشي فورمات استشار خيتسا واش بقاش داشي لا اسمه ده حاجه دعوه غير زامسك ايوه زامسك مش حياه شهوده
مهما دياخش بس قام حمال جرسو حني وجع الله دياخل بول ويكي نا حتى وز مسكي وسوحه وز كان كشبوز غلي بي نوقستي كان كشبت اشتق غلي كان كشبت سك حتى وقت سك تخدل شحنه الشيء شغام سك تشتو تربيش حماجي خوك حن بان خوي كان حن ادم يا خشاله ورا باش خوي كان سو خويتر خش ده زعمسك بوش على ور كي خبيرش داختش صار از ديال حد ما تعرف سوق حم حي ستار ما تعرف سوق حم داير حي تصرف فاش تبغي كي نادال شيء ايش مو كي ناخ ميخ كري دال شيء سو باخذ حد قالوا ان اشتبار باخذ دائما يحيى القنجش بيش بقولوا يحيى اتواحد موسى مودر دي مودر از مودر حاجوش داخي از مودر بالقوي حجش هو مسدو حمن جو تاش كان ده از مودر هاو تقدر دوت بيزم خالص بي هوا ودنيا شو تاق ده ويبر مو كيجي نخي ويبر مو مخكري بوش ده شو ازدي ديك مو حقيقة شكوا بالقي مقو حد أبر هيجا زدرك حمد عم حوي كيجيشنا شو حمديت ودنيا شو دم دهت السنة توجد Албакова. Хасан номер описание видео лача. Все его контакты, включая номер его телефона, на котором есть и WhatsApp, и Telegram. Здесь в описании видео, вот здесь вот, прямо под этим видео в описании есть его номер. Продиктовать, это абсолютно халдат. Хапурумец Муса. 8 999 339 99 97. Вот я в чат закинул этот номер для тех, кто не успел услышать. Он прямо в чате. WhatsApp, на этом номере WhatsApp у меня. Да. ويدجلق أمي على بعض ياقش تحتيش مدجب لدوش بانخ حسن أكرمات ميكوشا بوزي حنهانو إس أبيت بطريق صدروه كمان تتويد من الإنترنت وبيت موسى حتى بوزي تشيرش سن بولنخ وين بولك خود دات وين اشتياحي النخ دال صوب واحد بيوخ مكس فدير يسخل مك الماركو توجع انه يوخ سون خزنير حسن اتسون بلخ سخوجر سيوخ تخيرت خوي دوي تاخد مارخين دات تو есть سبسو عطري شيء انه حتسيقر بيتاخد مارخين دات سيدنت سيدنت صراحة بلخ اشتخذا يرشي يوخسو تشت بيجب ديال رياس خلق حسن دال شيء يشمول دال شيء بغيت موج الله احتو بوقت بحال حمل خت اسحبوا حمت بال حو كذي حو دالدي دال بحكمة بيحضل شناخا كذي دخ حنا حياق الغلط حن صحمن كذي ستوس شخد قوي بي إفيدي دا وجا شسعة خدع يخد حسن بشتي شسعة دوي إفيدي دا تبنو تلعب يوديخا حاوي يخد شخانة تصحتا ما إجي دخل جواوي جواي واحد قاس أخي تشحبي خبر أسنو интересно, вот собеседник, интересный собеседник, вот, сон Аллах тешвал, же чпадик хат вайда идейса, вайда чпас идейк шмуижер хабадр ялчфан, эти замшак муха, дар Аллах волха, дар эту бахуха. Allah ya сказал Муса, дал иш муха, тик воужа озерт события освещать قناخت знакомит ди, тхуд знак знакомит ди, хозист хал, вей эздел, галлай эздел гулк дождыр, хоист гулчка, хавгаттыр, вах боужа, асалм даура, хат хавар, хавата, унис ургатта, асалм даура, массу хам бужваж, усу, далдук вау. Взаимно, да, згаски цадоштык взаимно. Опять же, ди, в заключении, есть опять же, наш диалог, который мы с Мусой ведем, мы ни у кого ничего не просим и не надеемся ни на чью помощь. Мы как люди, состоявшиеся люди. Я пенсионер Росгвардии, уже член ассоциации художников, мастеров. Я свой путь прошел.
уже воспитываю своих детей. Также и Муса, состоявшийся человек, ведет свой блог, очень грамотный, достойный человек. Мы не нуждаемся для себя ни в чем. И это стрим не создан для того, чтобы кто-то подумал, что мы у кого-то что-то просим. Люди разные есть. Единственное, Муса, что хочет донести до людей, что есть человек, который в состоянии обучить нашу молодежь, направить на истинный путь, занять ее ремеслом, у которого есть потенциал, я не хвастаюсь, у которого есть потенциал и есть чему поучиться. Муса хочет довести этот вопрос. Мы ни у кого ничего не просим. Я правильно говорю, Муса? Совершенно верно, совершенно верно. Мы уже прожили достаточно много лет и добились своего. Это чисто для нашего народа или, может, и другого народа, если как-то, не знаю, если заинтересуют, кого-то же надо обучать, кому-то надо передавать это мастерство. Бог-Инах ездил жбуи, а не отдать Макко. Вей Бог-Инахом, поездилях, Киинах, Тхаханер Дуанах, Центр Цулжим, Кашводар, Вей Бог-Инахом, Оляжмонах, Эли Муконары, дальше, Дамахача, Сигр Мохтидек, Лица, Нагизу Богцан, Ештук, Десариш, Аллаху, Музбог, Бог-Инах, Вей Баришмо, Беркати Бог-Инах. ودنيا بعد حسبت جبت سرخص فيقصق يلشن وقصق ولشن الله الله بولش بولشان دالشي دق كشرش بولش ناش بوه بولشان وزاخل شن يخوي ديا رياس خلق حسان برك الخلطان ويكي نخ وي مخكري وي بوكي نخ وي قونغي درجة وي خم وي مخ الله وزاخ بولدوي دالشي اتو باقل وي تغن دق سبتو بي ودنيا تفن قريتمو الله وتحسبتو يتميوخي أدمج زربا حنتي دال شفارغتو يحقل سبتو يلشمخك وين الله يوات سبتو بالت بيتا ويزير محجل الله رب ويزير ظلمة Адик Хейшин мягкой. Доброй ночи, уважаемые братья и сестры. Большое вам спасибо, кто зашел. Мы понимаем, что YouTube гасится в России, что очень трудно заходить в YouTube. К сожалению, это факт. Но надеемся, кто смотрел, получил удовольствие. Во всяком случае, я получил большое удовольствие от сегодняшнего стрима, потому что к этому человеку, этот человек действительно располагает к себе, это чистая правда. Я даже в самом начале не узнал его. Я, во-первых, был очень уставший, да и такое помещение было темное, если ты помнишь, Хасан, в этом грузинском ресторане, я даже не понял сперва. Но настолько, вот, ты помнишь, там начало у нас между собой завязался, там много людей было за столом, но у нас между собой завязался прямой диалог, если ты помнишь, да, вот это? Мы как-то сразу обратили друг на друга внимание и поняли друг друга. И это, конечно, очень сильно меня обрадовало. Пусть Всевышний поможет тебе, и пусть Всевышний тебя хранит, мой дорогой брат. Большое тебе спасибо за участие в нашем стриме. Всех благ, друзья. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем добра. Салон Маршал, Альтуан был Швейгер, Диган Слудвей. Бистиахо.